Давайте вместе приготовим ужин. Это очень полезный, вкусный, белковый салат. И пока буду готовить, расскажу вам о теме, очень распространенной практически у всех сейчас на устах. Для салата нам нужен тунец. Я люблю в масле. Хотите без масла, конечно, он менее калорийный, если вы возьмете в собственном соку. Нам нужна моцарелла, можете брать крупную или маленькими кругляшками. Так, огурцы, помидоры, красный лук, яйца, оливковое масло. Яйца у меня варятся. Нужно все нарезать мелко. В общем, чувствую себя плохо, энергии нету. Но что именно и что конкретно плохо, никто ничего не знает и не может сказать. А у меня встречный вопрос. А что вы сделали для того, чтобы чувствовать хорошо себя? Вот что вы сделали? Человек всегда начинает задумываться. У меня такое ощущение, что вот все ресурсы, которые в вашем организме есть, вы уже до максимальной точки исчерпали, а теперь хотите, чтобы просто с неба вы себя хорошо чувствовали. Причем никто не понимает, почему. Нет никакой конкретики на болит то или болит это. Просто вот такое самочувствие. Да, безусловно, мы живем в очень стрессовом времени. Есть очень действующие методы сброса кортизола. Можете даже не гуглить, я вам расскажу. Эти методы проверены на себе не одним годом. Первый, конечно же, метод – это нужно управлять своими эмоциями. Это самое сложное, что может быть. Второе – это регулярные тренировки. Вот мне кажется, что не существует более эффективного метода, чем просто уничтожить кортизол на тренировке. Тренировки не должны быть монотонные. Конечно, они должны лучше быть какие-то энергичные, многофункциональные, да, чтобы прям адреналин зашкаливал. Вот тогда будет очень-очень эффективный способ борьбы с кортизолом. И ваши эндорфины будут зашкаливать, скажем так. Но не все могут себе устроить регулярные тренировки. Начните с небольшой разминки с утра. Вот встали, вам нужно буквально 5 минут, начинайте разминать ваши суставы. Просто поднимайте руки наверх, вниз, в стороны, вперед, наклоны вниз, наверх. Просто элементарно разгоняйте свою кровь. Да, даже это, если не получается, утром куча дел, или вы торопитесь, сделайте это в обеденный перерыв, сделайте это вечером, неважно когда. Или просто начните гулять. Гулять по 1 километру, 2 километра, 3 километра. Все это уже можно в шагах посчитать. До 10 тысяч шагов в день тоже это очень крутой метод борьбы с кортизолом, со стрессом. Потом все это переходит, безусловно, рука об руку, это все вместе связано, питание. Начните утром с правильного завтрака. Каждый ваш прием пищи должен содержать белок. С него начните. Ваша тарелка, взяли свою тарелку, не 15 тарелок или общий стол, взяли свою тарелку, тарелка своя, поставили белок первый, поставили белок, клетчатку. Да? Белок без клетчатки не усваивается. Потом углеводы. Вот так должна выглядеть ваша тарелка 3 раза в день. Потом делайте все, что хотите. Потом же оно и не влезет. Уверяю вас. Правильное питание – это залог крепкого здоровья и низкого кортизола. Это тоже проверенный факт. Если ваш организм недополучает нужных нутриентов, он всегда находится в стрессе. Далее, это потребление достаточного количества воды, 30 мл, умножайте на ваш вес. Это будет ваша дневная норма. Утром поставили бутылку с водой, с вашей дневной нормой, и до вечера вы ее должны выпить. Не образно говоря, я пью, но не понимаю сколько. Нет, так не подходит. Именно наглядный пример. Вы должны поставить свою норму с утра и посмотреть к вечеру, что у вас там вышло. Вышло там у вас пол-литра хотя бы, или вы пьете действительно свою норму. Это очень хороший лайфхак, себя проверить. Обязательный метод тоже для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Но я бы посоветовала взять за правило говорить только о хорошем. Знаете, когда говорите о положительном, как положительное с вами случается. Когда говорите только о отрицательном, то как будто мозг на это программируется, и это все плохое с вами происходит. Ух, какой вкусный салат, пахнет обалденно. Сюда еще можно ставить листья салата. Я забыла купить. У меня, в общем, нет. Сейчас яйцо еще нарежу. Будет у меня белковый, вкусный, нереально. Салатик рекомендую. Рекомендую худеющим. Знаете, утром, когда просыпаетесь, поставьте перед собой цель. Что я сегодня сделаю для своего тела хорошее? Не надо все сразу делать. Не обязательно, да? Постепенно. Начните хотя бы с того, что вы начнете пить свою норму воды. Каждый день по чуть-чуть гулять. Да, с малого начните. Шаг за шагом, каждый раз добавляя еще что-нибудь. Я съем из этого всего половину, это моя норма. И еще люблю травяные чаи пить вечером. В общем так, друзья, начните с малого. Начните делать каждый день что-нибудь хорошее и полезное для себя. И мне кажется, что вот тем самым вы многое решите, и все изменится к лучшему. Будьте здоровы и берегите себя. Все начинается с тебя.